человек, которого я знаю давно. Он тоже закончил университет Аль-Азхар, факультет шариата. В 2003 году он закончил. Таких людей единицы на весь Советский Союз. Таких людей единицы, поверьте мне. Он сам из Татарстана, из Казани. На самом деле, один из лучших кадров, без преувеличения, на постсоветском пространстве. Причем для Татарстана позор. То, что это один из лучших кадров на постсоветском пространстве. Он просто великолепно владеет татарским языком, проводил проповеди, лекции, выступления, передачи на татарском языке. Таких людей, которые имеют такого рода богословское образование, и говорящих, я настолько не знаю татарского. Но чтобы с таким богословским образованием и суметь на русском говорить без акцента, на татарском говорить без акцента, таких практически нет. От человека опасность ноль, а польза просто громадная. Таких единиц на бывший Советский Союз. И просто позор. То есть это те же самые люди, которые репрессировали в 20-х, в 30-х годах прошлого столетия. Это та же самая категория людей, которые ради звездочки, ради каких-то отношений, ради какого-то бизнеса или каких-то инвестиционных интересов, я не знаю. Иншаллах увижу, посмотрю на этих людей. Они готовы самых свет богословия, татарского богословия посадить в тюрьму на 10 лет. Да, суд решит, суд примет решение, не вопрос. Мы же все знаем, что это определенный заказ. И всегда знаем все это. И человеку подкинули 14 книг запрещенной литературы. Да не было у него этих книг. Не было у него этих книг. Не было у него этих книг. Просто взяли и подкинули. Основания накрутили, закрутили, пошло. Любому человеку такое могут подкинуть. За любым могут прийти. И за мною, и за другим, и за пятым. Это абсолютно нормально. Никому не надо этого бояться. Я люблю свою страну. Я люблю свою родину. Но как татарин и как россиянин, я говорю четко и ясно. Просто это позор, припозор. Когда в том числе российское богословие и татарское богословие вот так вот сажают в тюрьму гнить на 10 лет. Позор и еще раз позор. Это та же самая ситуация, которую там расстреливали, которые репрессировали имамов Московской соборной мечети, и вообще имамов под разными предлогами во время Советского Союза. Это та же самая история. Та же самая человеческая гнилость и просто-напросто преследование собственных корыстных интересов. Я знак равенства ставлю. Как просто гражданин, мусульманин и татарин. Между теми репрессиями, которые происходили в 30-е годы, и вот такого рода случаями, которые в данном случае у Абдурахмана Хазрата, Альберта, по фамилии он Наумов.